Строительство социально важных объектов. В республике идет реализация программы «Дорожная карта». Гори, гори ясно! Энергетики республики отмечают свой профессиональный праздник. От идеи до конкурентоспособного телеканала. Национальное телевидение Ингушетия. Год в эфире. Здравствуйте, это новости 24, в студии Ахмед Хашагульгов. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Госсовета. На нем обсуждались вопросы стимулирования бизнеса, профобразования, улучшения жилищных условий и другие. Глава государства напомнил, что к 1 сентября 2017 года должен быть решен вопрос по расселению аварийного фонда, признанный таковым на 1 января 2012 года. При этом, по словам Путина, ситуация в этой сфере пока самая сложная. План на 2013 год выполнен только на 4%. Переселены чуть более 1500 человек из запланированных 42 тысяч. Касаясь вопроса образования, Дмитрий Ливанов отметил, что число школьников в России через 7 лет увеличится более чем на 2 миллиона. Министр науки и образования подчеркнул, что требуется разработка комплексных мер по развитию материально-технической базы школ. Также глава ведомства сообщил, что продолжает повышаться зарплата педагогов. В 2013 году она выросла в среднем на 45%. А сейчас затронем строительство дошкольных учреждений в республике. По программе «Дорожная карта» в Ингушетии ведется строительство более 20 детских садов, что должно частично решить проблему очередей. На одной из строительных площадок побывала Хадия Дальбиева. У Розы Арабхановой, кроме своих 6 детей, есть около 200 воспитанников детского сада. Она работает воспитателем уже 13 лет. Детский садик «Светлячок», который был построен полвека назад, при норме 145, здесь обучаются более 200 воспитанников. Детей очень много, а садов в нашей республике мало, согласитесь? Поэтому это проблема, конечно. Люди ждут своей очереди, как бы стараются же устраивать. В Орджоникидзевском проживает около 62 тысяч людей. Из них почти 4 тысячи дети дошкольного возраста. Детские сады перегружены. Чтобы решить проблему очередей, необходимо еще несколько таких учреждений. Действующих на сегодняшний день 5 садиков. Эти 5 садиков у нас полностью укомплектованы. На сегодняшний день действительно увеличение и рождаемости в связи с этим материнскими капиталами тоже. Поэтому, я думаю, если этот садик мы успеем запустить на следующий год, там дополнительно, это будет большая разгрузка для населения. Строительство еще одного нового садика поможет частично решить проблему нехватки детских дошкольных учреждений. Уже в будущем году еще 220 дошколят примет и этот детский сад, строительство которого ведется в рамках реализации дорожной карты. Всего пару месяцев назад здесь начали рыть котлован, а строители уже завершают второй этаж. По проекту садик будет оснащен компьютерным и музыкальным классами, столовой, прачечной и больничным блоком. Предусмотрены также грузовой и пассажирский лифт. Мы начали строительство где-то в августе месяце этого года. Сдать, думаем, в следующем году там будет 12 игровых площадок. 12 игровых площадок. Там будет малоактивные формы, горки, песочницы, качели. 2 спортивные площадки на улице будут они. Там тоже будет стоять оборудование спортивное уже. Там брусья, турники. Общая площадь территории, отведенной под строительство детского сада, 1700 квадратных метров. Хадия Дальбиева, Муса Хамхоев. Новости 24. Детская площадка – место, где всегда звучит веселый и задорный детский смех. Крупнейший оператор сотовой связи «Билайн» сделал такой подарок к Новому году для маленьких жителей Назрани. Детскую радость разделила и моя коллега Милана Хашагульгова. В Назрани на Базошкина 46 живет огромное количество мальчишек и девчонок. И открытие детской игровой площадки послужило поводом хорошего настроения для ребятишек. Маленький детский уголок можно смело считать подарком юным горожанам. Красивая, ярко оформленная площадка, где находится песочница, горки, скамейки, качели, балансиры, сразу полюбилась детишкам. Раньше здесь ничего не было и было скучно. Но было что-то, но это и убрали. Мне очень понравилось то, что сделали песок, теперь мягко, и не будет больно, когда будешь падать. И шариками украсили, очень интересно. Мне очень нравится эта посадка. Я здесь буду кататься на качелях и играть в песочницу. Такие уголки необходимы в каждом дворе многоквартирных домов. Эту детскую площадку для ребятишек заводского микрорайона Назрани построил крупнейший оператор сотовой связи «Билайн». Сегодня мы открываем площадку в городе Назрань,
Также при благоприятных природных условиях, погодных условиях мы планируем открыть площадку в городе Карабулак. Мы видим радостных, веселых детей. И я думаю, теперь они будут больше проводить времени на свежем воздухе, нежели сидеть за компьютером круглыми сутками. И мы очень рады, что поспособствовали этому. Прежде всего, мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность руководству Билайн за эту придомовую площадку детскую. То, что мы сейчас слышим смех этих детей, уже огромная радость для нас. Для администрации большое подспорье то, что вот такие руководители, как Билайн, оказывают помощь при благоустройстве именно таких площадок. Конечно, нам бы хотелось обустроить все наши площадки. Необходимость детских площадок заключается в том, чтобы дети выходили из дома, играли, дышали свежим воздухом, общались со сверстниками. Помимо всего прочего, такая площадка – это еще и отличная возможность развиваться физически. Милана Хашгульгова, Юнус Цычоев, Новости 24. Строительство жилых домов рядом с аэропортом Магас запретили. Одной из основных сложностей в освобождении территории – это расселение частного сектора. Жители Троицкого недовольны этим решением, так как у них имеется весь пакет документов на частное землевладение. Руслан Албогачиев разбирался в тонкостях земельного вопроса. Несколько десятков жителей собралось в администрации сельского поселения в Троицком. Основным вопросом, который обсуждались на совещании, стало прекращение выделения земельных участков и остановка строительства в радиусе 10 километров в районе аэропорта Магас. Было дано поручение срочно собрать жителей сельского поселения Троицкое и донести до них информацию, что вокруг аэропорта строиться нельзя. Так, ни жилые здания, ни школы, ни сады, ни другие необходимые для жизни людей сооружения. Можно построить склады, можно построить какие-то другие комплексы, но только не жилье. Некоторые жители возмущены принятием такого решения, так как они только построились или начали строительство домов и имеют при себе все необходимые документы. Так я буду продолжать строительство, потому что земельный участок на законном основании выделен. Строительство идет тоже законно. Не знаю, вот очень тяжелое положение. Всего около 2500 участков было выделено населению для строительства жилья еще несколько лет назад. Но большинство из них находится под взлетом самолета. И это небезопасно для самих же жителей этого микрорайона. На сегодняшний день, на первый взгляд, можно сказать, именно вот здесь поближе к аэропорту находятся земельные участки. А их можно уже, о них можно сказать, что они попадают. И в рабочем порядке будет рассмотрен вопрос или либо изъять у них, либо пока запретить строительство, пока вопрос не решится с аэропортом. Сегодня только поставили в известность жителей Троицкого, а уже со следующей недели здесь будет работать специально созданная комиссия. Изучив все детали, возникшие проблемы, она вынесет необходимые решения. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. До конца этого года в республике планируют сдать в эксплуатацию несколько подстанций, построенных по линии федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия», что, безусловно, улучшит качество электроснабжения в регионе. Вместе с тем энергетики ведут плановые работы по сбору платежей. Ну а сегодня они собрались в Доме культуры Назрани, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Светлана Томова продолжит тему. Не каждый человек знает, насколько трудоемкий наш труд. Человек, приходя домой, включает выключатель, включается свет. Но мало кто знает, какой труд стоит за этим, чтобы подать напряжение. В Ингушетии энергетическая компания появилась сравнительно недавно, в 1994 году. С того периода многое изменилось в электросетевом комплексе республики. Сегодня на праздничный концерт пришли и ветераны, и те, кто работает в этой сфере совсем недавно. Со дня образования республики 1994 года и с тех пор существует ингушская энергетика. С тех времен ингушская энергетика сильно изменилась. Просто ингушам нашей республики нам не повезло с тем, что все это образовывалось в очень тяжелое время. Даже в свой профессиональный праздник энергетики не отдыхают. Уже конец года, и основная задача – это работа с неплательщиками. Основные трудности, связанные с нашей работой, это старые сети, ветхость сетей, ветхость оборудования. Но, несмотря на это, работники ингушского филиала МРСК Северного Кавказа
в кратчайшие сроки устраняют неполадки, подают электроснабжение до потребителей. Сами работники отмечают, что работа их сложная и ответственная, требует большой отдачи. Инспектор службы производственного отдела Аза Катиева говорит, что вопросы снабжения электроэнергией потребителей вышла на более качественный уровень. Любая работа без трудностей не бывает. Любой житель, сидя дома, если включает свет и нет электроэнергии, конечно, наши монтеры, работники и в дождь, и в холод выезжают, проводят всякие операции, чтобы дать людям свет. Не жалея времени и несмотря на погодные условия, энергетики работают во благо жителей республики, чтобы обеспечить их светом и теплом. Светлана Томова, Ахмед Парчиев. Новости 24. Прошел ровно 1 год с того момента, как телезрители впервые увидели «Новости 24» в прямом эфире. Несмотря на короткий срок, уже есть слаженный коллектив и большие перспективы на будущее. О том, как и с чего начиналось национальное телевидение Ингушетии, расскажет Мадина Пугаева. Его запускали десятки неравнодушных. Те, кто стоял у истоков становления нового ингушского телевидения, буквально за полгода с нуля создали телеканал. Новый телерадиокомплекс, оборудованный по последнему слову техники, разместился в первом в России здании в виде флага. Тогда здание изнутри выглядело именно так. Впрочем, штукатурка и висячие проводы никак не мешали молодому коллективу освоиться в только что построенном здании. До первого выхода в эфир оставалось полгода, но предстояло сделать многое. Телевизионщики до сих пор вспоминают время, когда компьютеры в новом медиакомплексе были заклеены пленкой, а на окнах лежал толстый слой пыли. Я помню первый раз, когда я здесь появился, здесь не было ни стекол, ни дверей, ни окон, ничего. Была штукатурка, пыль, цемент. Приходилось в полустроящемся здании принимать какие-то решения, чтобы люди уже набирались опыта. Естественно, в таких условиях мы были адаптированы, ребята тяжело, сложно, но тем не менее сегодня вы можете оценить результат наших сотрудников новостей, глядя на экран. За сравнительно небольшой срок была сформирована команда, которая в последующем стала примером для новичков. Именно благодаря вот этим людям сейчас телевидение держится на плаву, идет вперед и развивается, идет стабильными шагами в будущее. Понадобилось ровно полгода, чтобы канал начал свое вещание в тестовом режиме. Первое, что тогда увидели зрители, это новости. У нас было такое окошечко. Именно это окошечко, я смотрю, я сижу режиссер, они видят меня, помимо того, что им надо читать подводки, они следят за мной, за моей рукой. Когда я им говорю, что сюжет пошел, я, естественно, даю отмашку. Сюжет пошел. Вот, сюжет пошел, они ждут на сером фоне, ждут пока... И камеру показывала. Да. 1, 2. Да. 2 пальца. Вторая камера. Первая или вторая камера. Молодые журналисты еще не знали всех тонкостей выбранной профессии. Они учились делать новости так, как их делают на федеральных каналах. Правда, получалось не все и не сразу. 1000 лет до нашей эры в Древней Греции, в Древней Индии. Смотрщики проверяют состояние. Так, кузов, обследуют кузов, колесные пары и ходовую часть. Обследуют кузов, колесные пары и еще что-то. Мегерн, все, давай, дух. 5000 метров нового асфальта. Таков объем поставленной задачи. Как отмечают дорожники, вся необходимая техника и средства у них имеются и в установке. Начинающие журналисты ежедневно работают над дикцией и грамотной речью. Длительные стажировки на ведущие телеканалы России и обмен опытом с настоящими профессионалами дают свои плоды. Мы не стоим на месте, у нас новые сюжеты, у нас новая информация. Мы всегда что-то пытаемся новое внести, чтобы нашему зрителю было интересно. Уже через несколько месяцев после первого выхода в эфир телеканал начал вещать на Триколоре, а позже, 27 августа, официально открылась национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Взяв высокий темп, новостная бригада с самого начала работает, потеряв покой и сон. Ведь именно они всегда в курсе самых последних событий. Эти люди практически живут на работе и делают все, чтобы зритель мог по достоинству оценить их старания. Сегодня у телевизионщиков есть все возможности сделать телеканал «Ингушетия» лучше и расширить его аудиторию. Благодаря вещанию по спутнику и в интернете его можно смотреть в любом уголке мира. Мадина Пугаева, Ахмед Беков, Новости 24. А для работников животноводческой сферы наступил период зимовки. Многие хозяйства с ответственностью отнеслись к наступившим холодам. Не стал исключением и государственное унитарное предприятие «Алханчурское». Работники этого хозяйства основательно подготовились к зиме. И, кроме того, в скором времени планируют увеличить поголовность скота. Фатима Кариева продолжит тему. Джамалудин Газиев работает чабаном 5 лет. Родом он из Дагестана. Приехав месяц назад на заработки, он решил остаться здесь. Сегодня Джамалудин, являясь главным чабаном на Кашаре, ухаживает за овцами. Условия хорошие.
Вот корма, все дело есть. Обеспечение тоже хорошее. В хозяйстве Алханчурское насчитывается около 1000 мелкорогатого и 200 голов крупнорогатого скота. Совсем недавно здесь было только 500 овец породы меринос. Но за сравнительно короткие сроки их количество увеличилось в 2 раза за счет приплода. К зимовке на ферме подготовились основательно, отремонтировали кошары, запаслись фуражом. Это сено и солома. А для крупнорогатого скота это еще и барды, что позволяет держать скот в массе средней упитанности. Данный скот разношерстный, неплеменной, пользовательный скот. Сейчас на ферме находится 203 головы. Это не молочная ферма. У нас телята на подсосе. Коровы взрослые идут на подсосе. Молоко мы не получаем, продукции нет. Но в основном, когда мы получили скот, он был истощенным. В данный момент вы видите, какие у нас условия. В скором времени в хозяйство планируется купить крупнорогатый скот мясомолочной породы. В дальнейшем мы рассчитываем получить даже поставить молочный скот, чтобы получать продукцию, чтобы у нас продукция была круглый год, а не так, посезонная. Меринос относится к породу тонкорунных овец, характеризуется богатой шерстяной и мясной продукцией. Они сравнительно крупные и молодняк развивается интенсивнее, а главное дает более высокие среднесуточные приросты. В зимний период на ферме недостаточно только кормить и поить скот. В это время волки под покровом ночи могут пробраться в загон и вырезать всю отару. Подобные нападения могут случаться в любое время. Фатима Кариева, Юнус Сучоев, Новости 24. Принимаемые в последнее время меры должны существенно улучшить ситуацию по расселению аварийного фонда в Ингушетии. Это строительство новых многоквартирных домов, а также жилье эконом-класса. Ведется плановая работа по ликвидации трехсменки в школах. Муслим Ганиев продолжит. Чтобы решить проблему аварийного жилья в республике, необходимо ликвидировать 38 многоквартирных домов, в которых проживает более 3000 человек. За последние 3 года в Ингушетии построено 20 домов взамен 30 аварийных. В новые квартиры переехали около 2000 человек. Для ликвидации непригодного для проживания жилья предусмотрено более 800 миллионов рублей. Согласно одобренной заявке на 02.07.13 года Республика Ингушетия выделены из средств фонда для переселения граждан 159 миллионов 684 тысячи на реализацию первого этапа программы 13-14 год. В порядке софинансирования из республиканского бюджета выделят 91 миллион 127 тысяч. Еще одна тема, которую обсудили на Госсовете, это реформа образования. По данным Министерства образования России, число школьников в стране через 8 лет увеличится более чем на 2 миллиона. Это требует строительства новых общеобразовательных школ. Первая задача, которая стоит перед руководством республики, это ликвидация трехсменной системы образования. Для этого необходимо построить около 15 школ. Вот какова ситуация в сфере образования в республике. Всего в Ингушетии сейчас действует 116 школ. Их посещает 61 115 учеников. 21 школа работает в 3 смены. В этом году открыто 3 школы в сельском поселении Кантышево, Алхасты и Пседах. Сейчас ведет строительство еще 5 школ. До конца года планируется закончить реконструкцию школы номер 2 в сельском поселении Орджоникидзевская. Также в Ингушетии решен вопрос по повышению зарплаты учителям. В 2013 году она выросла на 45%, как и в целом по стране. И за счет этого работа в школе снова становится престижной. Это повышение заработной платы, в том числе и в Республике Ингушетия, в среднем по экономике до 19 352 рублей. На сегодняшний момент заработная плата повышена. Это соответствует плану мероприятий, заложенных в дорожной карте, утвержденной Минобрнауки России. Помимо того, в Республике Ингушетия есть мероприятия ежегодные, по крайней мере, последние 2 года, в прошлом и позапрошлом году, указом главы Республики Ингушетия, мы трудоустраивали выпускников высших учебных заведений, окончивших с отличием. Еще одна важная задача перед руководством страны – это строительство дошкольных образовательных учреждений. 1000 детей все еще стоят в очереди в детских садах. Сейчас в Ингушетии работает 42 детских сада. Негосударственных 5, муниципальных 36, государственный 1. Детские сады посещает 60 091 ребенок. Очередность 34 220 человек. В 2013 году начато строительство 3 детских садов. В 2014 году начнет строительство еще 20 детских садов. Муслим Ганиев, Новости 24. И такими были новости к этому часу. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.